Так, все, я появился. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, напишите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно. Так, Макс Гартнер, ассаламу алейкум. Салам Машалду, Аслан Санвежев. Витаю, друзья, с Хунты. Америка — это единственная страна, которая может нам помочь защититься от тупой рашки и ее шнырей. Ва алейкум салам. Макс Гартнер. Так, Ичкери Лев, ассаламу алейкум. Слышно хорошо, ва алейкум салам. Максик, привет, Максик. Привет, Аслан, говорит Максик. Так, Унзацалес на месте. Ассаламу алейкум. Хамид Леон Чаусовой. Ва алейкум салам. Только не в середине сидишь, говорит. Ну а так в середине? Нет, вот так у меня. Мне надо микрофон подвинуть, чтобы было слышно. И тогда можно будет сидеть по центру. Вот так вот. Сейчас по центру. Так, да, лучше, говорит. Все отлично. Так, всех приветствую. Миша Мансуров, добрый вечер. Сам приветствую. Несущий мир, алейкум салам, брат. Саша Гаврилова, Боже храни Америку. YouTube канал, ассаламу алейкум, алейкум салам. Короче, всех разом. Жора Майер, ассаламу алейкум. Елена Орлова, привет всем, привет. Так, Елена Орлова ударилась буквально. Во хинц дик хэс, говорит. Чечня. Вот так подвинем тогда, чтобы все тут работало как положено. Адам Грузинский, огласите весь список, пожалуйста. Огласим. Так, боевая пехота Киргизстана. Кого вы троллите, говоря про сидеть по центру? Так, Днепро, витаю, Наталья Браун. Супер. Витаю вас тоже, Наталья. Зокро, всем добра. Приветствую, говорит Александр Белый. Приветствую, Александр. Маждада, ассаламу алейкум, алейкум салам. Господа, всех разом приветствую. Всем алейкум салам и ассаламу алейкум. Так, привет всем. Отложи все свои дела, говорит. Спасибо, Елена. Рад видеть. Так, поехали. Аслам Мудр, у тебя чеченец? Да, чеченец. Андрей Болотников спрашивает. Бак Астронг. Аслам Сулеймани, что тебе сделал, чтобы ты его поставил рядом с этими диктаторами? Говорит Бак Астронг. Но Сулеймани один из этих диктаторов, один из убийц. Сулеймани, как можно понять по тому, что происходит, Сулеймани это такой иранский Кадыров. Он турецкого происхождения, не перс. Кадыров тоже не русский. И вот приблизительно очень похожи они. И может по масштабам Сулеймани побольше людей убил. Но то, что творили его эти молодчики в Сирии, в других местах, это, конечно, очень печально. Я, конечно, против того, чтобы даже Сулеймани, даже Путина или Кадырова расстреливали там или убивали. Ни в коем случае. Я за то, чтобы был справедливый суд и гуманное отношение ко всем и бессмертная казнь. Но этот человек готовил, как говорят, новое покушение, уже убил много людей. Было совершено нападение на посольство Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты приняли меры. И по-другому преступника Соединенные Штаты полицейский в этом мире. И полицейский иногда может применять оружие для сохранения жизни большего количества людей. Вот это произошло. И это очень хорошо продемонстрировало способности Соединенных Штатов, что отвечает на это и что будет делать Иран. Это очень интересно. А так Сулеймани мне лично сделал то, что он убивал людей на Ближнем Востоке, в том числе бедный сирийский народ. Бедный сирийский народ убивал. А все, кто сейчас воюет против сирийского народа, начиная от Асада
и заканчивая там Россией и другими, это все преступники. И их нужно остановить. Этот народ сейчас переживает просто геноцид. Массовые убийства, массовые военные преступления. Это ужас, что там творится. То, что творит Россия, это тоже отдельно стоит. Поэтому должен быть трибунал. А Сулеймани уже, наверное, не будет тут присутствовать. Вернее, точно не будет присутствовать на этом трибунале. Так, поехали к вашим вопросам. Амзат Гилаев Мокшал говорит, отлично все, Амзат. Батал Бергман, ассаламу алейкум, ассалам, все патриоты Кавказа. Ва алейкум салам. Бак Астрам, баркал за ответ, Бергман, Масар находит. Так. Елена Орлова говорит, Иран такая же террористическая страна, как и Мордор. Совершенно верно, и это можно наблюдать по тому, как они сбили самолет. Сейчас посмотрим, как они себя будут вести еще, как русские врать будут или все-таки признаются. Ну а так, да, Иран такая же террористическая страна. Иран уже признали спонсором России, это сейчас только предстоит. И сейчас, я считаю, что насчет Ирана, пускай там кто-то другой будет разбираться, но насчет России, я считаю, это не просто спонсор терроризма, это страна терроризма. У власти террористы находятся. И это должны все четко понять. Власть, спецслужбы России, это просто, самый верх, если военные политические силы России, это террористы, убийцы, военные преступники. Так. Адам Грузинский, есть хоть какая-нибудь позитивная информация среди этого мрака? Да, конечно, есть, обязательно есть. И обязательно я расскажу что-нибудь интересное. Смотрите, вот Мага Магомадов спрашивает меня, почему повесил флаг Америки. Я об этом много раз говорю, еще раз повторяю. Американцы, Соединенные Штаты Америки, это самая большая, крупная страна, которая очень сильно нас поддерживала в Первую войну. Во Вторую войну, когда уже мы чуть-чуть отклонились от курса, да, от тех договоренностей, которые были, скажем так, не так сильно оказывались. И плюс менялась администрация, хотя и в это время там несколько десятков, если не 100 человек, была специальная группа американцев, которые нам пытались помочь. Это разные журналисты, это правозащитники, политики разного уровня. И эти люди нам пытались помочь. Да? И если бы не Соединенные Штаты, возможно, не Кадыров Ахмад войну остановил, да? Как любят говорить. А если бы не американцы, возможно, нас бы истребили бы полностью. Не то, что даже американцы, а вот это международное право, Запад в целом, да, если бы не нас бы, наверное, полностью могли бы, возможно, да, утверждать. Конечно, никто не может. То, что было, то было. Это раз. Во-вторых, Америка нам очень сильно помогала и в гуманитарном смысле, и даже во время войны. Более того, у нас есть, Грузия один раз запустила канал, потом вот этот ПИК, да, первый, как это назывался, Кавказский, по-моему, канал, но его закрыли. И вот единственное средство донесения хоть какой-то объективной информации, при всем то, что я иногда говорил там критически по тем, кто там работает. Но кроме американцев, нам никто не предоставил площадку. Например, радио «Свобода» Маршу на чеченском языке. Это плюс к тому же очень полезно, потому что наш язык находится на грани исчезновения. И один из этих людей, который помогал открывать, это Пол Гоббл, который у меня здесь был. Этот американец, этот человек. Что еще тебе сказать? Поэтому я повесил, потому что я считаю, что Америка такая же свободолюбивая страна, как и мы, чеченцы. У нас много схожего с Америкой. Она также боролась, ее история, ее идеалы зыждятся на борьбе против колониального ига английской короны, против которой они боролись.
У них свобода ценится так же, как и у нас. Еще много есть моментов, почему я делаю. Просто я каждый раз повторять не буду. Но вот для тебя, Мага Магомадов, я вот специально еще раз повторил. И, кстати говоря, вот по тому поводу, что ты говоришь по поводу насчет Америки, я бы хотел бы показать один ролик. Этот ролик он записан, это новости на НТВ 1 октября 1999 года, перед началом начало второй фазы русско-чеченской войны в новейшей истории. И тут на НТВ вот вы можете посмотреть. Очень интересный такой момент. Сейчас я вам включу. Сегодня в Москве было объявлено, что правительство России приостанавливает поставки в Чечню продовольственной помощи из США и стран Евросоюза. Вице-премьер Щербак, согласно сообщению агентства «Интерфакс», объяснил это большой задолженностью Грозного за эту помощь. Ну вот вы могли увидеть только что, да, если хорошо слышно было, скажите, если хорошо было слышно, буду следить за вашими вопросами. Хорошо ли было слышно? Да, вот Соболев говорит, спасибо, Соболев. Было хорошо слышно. Вы видели, начинается Вторая русско-чеченская война, и русские блокируют, да, юридическими инструментами, они всячески препятствуют гуманитарной помощи. Это тоже можно отнести к тому, что вот мы говорим, что нам Америка не помогала. Нам помогал бы весь мир, если бы русские не мешали нам помогать, если бы русские не дискредитировали, не врали бы про нас, много чего про нас не делали. Поэтому мы все находимся в информационном поле, в русском информационном поле, и у нас возникает вся наша точка зрения, возникшая вот от этой пропаганды, она чаще всего не соответствует действительности. Некоторые вещи нам приходится пересматривать. Нам ничего не сделала Америка плохого. Ни одна страна нам не сделала ничего плохого. Ни одна страна. Кроме Российской Федерации, Российской империи, Советской империи и так далее. Поэтому я считаю, что американцы это те, к кому мы должны взывать. Не только к американцам, ко всем странам, где мы проживаем. Той же Германии, Франции, всем остальным странам. Там меняются власти, меняются политики, принципы остаются. Наша задача доносить наше мнение, нашу боль, нашу проблему до всего мира. Вот. Я ответил, мне кажется, на вопрос по поводу Америки. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Маждада, Аслан, чего стоит один YouTube? Сегодня спокойно можно довести свою точку зрения до миллионов. Кто не любит флаг США, просьба не заходить в YouTube. Будьте гордыми до конца, спекулянты херов. Да, Маждад, абсолютно верно. Интернет. Я вам еще сегодня покажу очень интересную вещь про американцев. Сегодняшний вот этот стрим я посвящаю Америке, Соединенным Штатам. Чтобы мы не боялись этой Америки, чтобы мы не думали, что это Америка такой же террорист, как там Россия, с которой мы много лет живем. У нас другого опыта общения с другими государствами нет. Это совсем другая страна. Да, я приехал в Германию, и здесь абсолютно другой мир. Абсолютнейший другой мир. Конечно, здесь такие же люди, здесь и нервные есть, и плохие есть, и обидчивые есть, и преступность есть. Все это имеется и как обычно. Но здесь есть гуманность, человечность, нохчалла, адамалла, да, по-чеченски это будет, человечность. Это адамалла здесь присутствует. Здесь есть уважение к слову, соблюдение этого слова, договоренности. Конечно, так как это правовые государства, здесь все записывать на бумаге, и не просто слова, да, но слова тоже. Если вы один раз здесь обманули, соврали, то ваш авторитет, ваше уважение к вам, оно улетучивается моментально. Это не как в России, где ты можешь врать и быть президентом просто, и тебя еще считают. И это не считается зазорным. Зазорным не считается. Также я вспомнил один момент, хотел бы сказать по поводу того, что, помните, Ельцин ездил в Америку, в ООН, или в Сенате, по-моему, он был, поднял руки и сказал: «Боже, храни Америку».
это как приблизительно, да, они же две страны, они считали, что они враги и готовы были уничтожить друг друга, воевали через третьи страны друг с другом, да, вели холодную войну, открытую, спецслужб войну, ну все было, да, за этот период. И Россия признала свое поражение, да, она развалилась, Советский Союз признал поражение, он развалился, они его, сами его распустили на время. И туда приезжает президент страны, которую победили. Да, ну тут просто посмотри. И это так же, как Кадыров там приехал, или Масхадов, допустим, приехал бы в Москву и сказал бы: Боже, храни Россию. Им ничего не стыдно, у них нет никаких принципов, потому что они так не думают, они не демократы, они обманывают так. Американцев обманули. Наша задача донести до американцев, что вас обманули, и в следующий раз тоже обманут. И мы будем делать так, чтобы не обманывали. Мы-то хорошо знаем, как обманывать умеют. Вот такого вот плана. И вот по поводу вот этого Ютуба и других вещей. YouTube, интернет, X-Space Илона Маска запускает спутники, которые весь мир покроет просто доступом в интернет. Все, мир изменился, не будет больше никаких проблем с интернетом. Всегда мы будем на связи. Весь мир будет просто открытый и прозрачный. И в это время нам жить, и нам нужно развиваться, нам нужно не отстать от развития, от технологий. Нам нужно создать свое электронное правительство, где в интернете мы можем голосовать, там, выносить какие-то вопросы, поднимать вопросы для наших представителей, да, тех же депутатов. Депутату ты говоришь: товарищ депутат, посмотри, вот здесь такое-то нарушение, подними вопрос там на такой-то уровень. И все, весь мир изменился, и все изменится еще больше и больше на наших глазах. А Россия — это отстающая, загнивающая страна, которая, как Северная Корея, конечно, будет. Одежда на них будет, похлебка 3 раза в день будет. Это может сделать даже не такая богатая страна, как Россия. Но на каком уровне мы будем развития, если мы останемся с Россией или если мы пойдем по прогрессивному пути? Так, давайте я перейду к вашим вопросам. И потом мы поговорим по поводу вот чуть не начавшейся войны, которая никогда не началась бы. Так. Так, Адам Грузинский. Аслан, Российская Федерация могут блокировать сеть Илона Маска? Нет, не могут. Могут они блокировать только провайдеров, которые находятся на их территории, понимаете? А это идет со спутника. Там 40 километров, по-моему, выше над государством, это уже считается нейтральная территория. Если выше 40 или там сколько-то километров, выше 40 будет находиться спутниками, эти спутники, которые как сеткой покроют весь мир. Их нужно, по-моему, запустить 100 тысяч или 60 тысяч этих спутников. Я вот точно не помню, но я вот когда буду об этом говорить, обязательно вам расскажу. И джунгли, горы, не имеет значения, где бы вы ни находились, в океане вы будете находиться, в пустыне, у вас всегда будет интернет. Всегда вы будете доступны, и он будет там, или минимально будет его платить. Он будет или бесплатный, или за него будет очень небольшая сумма за него будет платиться. Потому что весь мир будет им пользоваться. И это все будет принадлежать Илону Маску и SpaceX, его компании. Ну, соответственно, и американцам, которым он будет платить налоги в это дело. Россия тоже начала вот эту процедуру, как-то тоже попытались сделать, но финансирования не хватило, сейчас время у них тяжелое. И они оставили это затею. Ну, то, чтобы они, даже если у них было финансирование, как в тучные, как они любят говорить, года, когда они ворованную нефть у сибирских народов продавали, тогда они даже ни iPhone, ни ее мобиль, ничего они так и не смогли. Сколково они сделали, это тоже вот такая потемкинская деревня. И это все будет загнивать и не будет развиваться. России для того, чтобы сохраниться, спастись и не отстать от цивилизации,
Ей нужно просто отпустить все республики, кто хочет, и свободные, честные люди собраться, интегрироваться в сторону Запада, и по-честному с ними себя вести, по-честному соблюдать международное право, отказаться от ядерного оружия. В первую очередь Россия должна быть исключена из ООН, из Совета Безопасности, точнее, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Ну, там много чего нужно России, чтобы она спаслась. А так, ну, будем посмотреть, как говорится. Так, то есть, Асан, чтобы принимать сигналы спутника, нужна антенна на Земле. Ну, телефон твой будет антенной, Тойзан, я так понимаю. Телефоны будет. Гасить они, наверное, могут. Наверное, как-то смогут они гасить. Но это будет не везде. Им нужно будет там всю Россию покрыть вот этими глушилками. Потому что интернет, как я это понимаю, будет на всю Россию вот так сходить. Хамзат Гилаев. Аслан, нет вариантов закидывать короткие ролики хотя бы через день. Ты нужен как воздух. Я не успеваю, Хамзат. Да, Алмула, я постараюсь. И чат-рулетку постараюсь сделать. Я все постараюсь сделать. Просто не успеваю. Так, Джахар Дудаев, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Реалити. Так, ну как обычно, безбилетники. Саша Вениаминов, добрый вечер, Аслан. Как вы думаете, зачем Меркель в субботу с Путиным встречается и для чего? Добрый вечер, Саша. Ну, я не знаю точно, я просто слышал информацию, но так не вдавался в детали. Ну, во-первых, есть очень серьезное преступление, акт терроризма на территории Германии, в центре столицы. И я считаю, что это тоже будет темой, по которой будет Ангела Меркель разговаривать с террористом Путиным. Но я бы советовал бы Ангеле Меркель, Дональду Трампу, ну и всем остальным самим не ездить. Лучше всего, как в любом полицейском участке, для захвата террористами заложников, после захвата террористов заложников, к ним идут на переговоры специальные психологи-переговорщики. Путину должны пускать специального психолога-переговорщика. Потому что около 100 миллионов людей, которые находятся на территории Российской Федерации, кто запуган, кто оболванен, это люди-заложники вот этой бандитской власти, которая сейчас установлена в России. И с ним должен разговаривать психолог-переговорщик. Все. Какие требования от него он получает. Постоянно Путин только требования свои выставляет. И вот только так нужно разговаривать с ним. Так, пойдемте дальше. Так, Василий Макарчук. Если кого хочет Бог наказать, он отнимает разум и сделает глупости и накажет его за преступление, которое он совершил. Закрой детей мирного народа. Совершенно верно. Маждада, нет исламизации в Чечне. В Чечне всегда ислам был основой. Есть вредители, паразиты, которые сделали из религии бизнес. Одним словом, манипулируют религией. Да, абсолютно верно. И если ты говоришь, вот ты манипулятор, ты лжец, ты обманщик, и тогда эти люди просто начинают возмущаться, прикрываясь религией, говорят, ты враг ислама. Значит, он манипулирует, и это уже есть такая заготовка. В случае, если ты его разоблачаешь, он сразу говорит, ты враг ислама, ты не мусульманин. Очень удобная позиция, но она не проканает с нами. Так, агент ЦРУ, почему тут всегда все разговоры про религию? Причем тут религия, говорит агент ЦРУ. Так, Вильбисин Культа, ассаламу алейкум, рад себя увидеть. Ва алейкум салам, Вильбус. Территория Март. По поводу исламизации в Чечне. Уже давно известно, что ФСБ знает ислам лучше самих мусульман в Чечне. Исходя из этого, должен ли этот фактор влиять на мнение граждан на государственном уровне? Территория Марат, ты вот совершенно верно говоришь. Все образованные, все, кто знатоки ислама, по большей части все, были убиты, запуганы или там им пришлось выехать из страны.
Остались только те, кто готов служить ФСБ. И вот, конечно же, вот оттуда идет весь этот ислам. Есть такие каналы, Алиф, там, да, слышали, там, еще какой-то голос ислама, какие-то другие там каналы есть. И они всегда нам рассказывают, что там уйгуров угнетают, что там еще где-то там что-то происходит. Но они почему-то всегда пропускают. Я вот обращаю внимание, да, везде где-то там, где мусульмане живут по всему миру, и где-то возникают проблемы у каких-то людей. Это мы все прекрасно знаем. И когда говорят об этих людях, об этих проблемах, где-то их, может быть, там правда, где-то неправда, но когда они говорят про Россию, я сразу понимаю, откуда ветер дует. И Россия — это самый главный враг ислама, самый главный противник ислама на протяжении веков. Другого врага, там, я не знаю, большего врага, именно мусульман. Именно не только тех кавказцев, которые проживают. Она убивала всех, Россия, всегда. Но вот врагом она всегда была. Причем она была абсолютно неадекватным врагом, да, недостойным врагом. Поэтому сейчас в Чечне имамы разные. Есть там люди, которые там никуда не лезут, там тихо проповедуют. Может быть, есть, которые прекрасно понимают и ни на кого не работают. Скорее всего, такие есть. Но в основном все, кто занимает какие-то должности где-то, им приходится сотрудничать. Кто-то это делает яростно, вырастает на своем посту, кто-то менее яростно, кто-то там по-другому. Ну, конечно же, нету, ничего нету. Нет свободного ислама, свободных людей там нет. Так, Тора. Привет, Аслан, грамотный переводчик у тебя нашелся. Жаль, что у него так мало видео. Может, он недостаточно работает? Привет, Тор. Да, у меня очень хорошая команда уже формируется, уже практически формирована. Конечно, мы всегда всем рады, кто хочет приложить к этому усилие. И да, здесь я вот наблюдаю, у нас в Европе выросли, и не только в Европе и в других концах света, выросли молодые люди, которые в совершенстве говорят, как, ну, может, лучше меня, чем я на русском, говорят на французском, английском, немецком языках, на всех языках, на польском. У нас в этом плане я вижу только позитивное все. Движение только улучшается. С каждым днем я вижу позитивное. Могут быть какие-то трудности, могут быть какие-то сложности, но тенденция, направление, оно неотвратимо просто. Неотвратимо. Другое дело, как долго это будет продолжаться. И чтобы быстрее был результат, мы должны все вместе прилагать усилия. А так, да, у нас есть ребята, которым я очень-очень благодарен. И всем говорю, ДРС Хульшун, Бахкалшун, Массарна. И не чеченцев тоже благодарю, которые мне в этом во всем помогают. То я просто по-чеченски только сказал. Так. Борис Борисов, ассаламу алейкум, Асан. Хочу внести предложение. Европе надо провести выборы президента и парламент Чеченской Республики Ичкерия. Выборы поставят точку. Борис Борисов, ну как мы проведем, если наша страна оккупирована? Алейкум салам. Как мы можем провести выборы, если наша страна оккупирована? Мы же должны граждан Ичкерии пригласить и должны на конкретной территории избирать. На конкретной территории это только в нашей стране. В нашей стране мы здесь не можем проголосовать. И у нас действует военное положение. Пока не будет снято военное положение, пока мы не освободимся от оккупации, о выборах мы не можем говорить. Джамбокс отдыхает. В чеченском обществе ГБшники неуспешно работают. Их никто не слушает. ГБшники работают, я тебе скажу. И вся ситуация, которая сейчас происходит там, это именно то, что ГБшники делают. Этот Джамбокс,
Он тоже ГБшник, да, агент их. И ну, работает. Не так успешно, может быть, как в других на оккупированных территориях, но у нас да. Тимур, ассаламу алейкум, аслам. Ичкерии такие законы будут. Шариат или же есть конституция Ичкерии? Ва алейкум салам. У нас есть конституция. Мы всегда всю свою жизнь жили по шариату. Наша конституция не противоречит шариату. Ни исламу, ни международному праву. У нас все отлично. В шариате есть международное право, и в Конституции есть, в нашей Конституции есть этот же шариат. У нас все отлично. Ну, в международном праве есть шариат, которое сформировалось на основе вот разных законов, международное право. Наша Конституция не противоречит. Ва алейкум салам, салам. У нас есть Конституция, у нас есть закон, мы должны жить по закону. Только так мы можем строить государство. Государство – это определенные правовые механизмы, которые должны существовать, и институты государственные, и в том числе правовые. И мы должны на основе этого закона делать. Наша Конституция – это основной закон, она не противоречит шариату. Эд Мамедов, салам из Америки. Ва алейкум салам, Эд. Приветствую, Америка. Да, у нас уже тут много американцев собирается. Елена Орлов, Аслам, в Штатах уважают все религии, разницы нет, тем более мусульман. Нас здесь много, только уважение. Да и вообще на этом никто не зацикливается. Свободная страна возможностей. Да, я совершенно верно, Елена. Я это знаю, к сожалению, пока не добрался до вас. Обязательно приеду к вам. И здесь, в Германии, я могу судить, что такая же свобода, и здесь все себя прекрасно чувствуют просто. Ну, в любом плане, в любом, в том числе и в религиозном. Не мешай другим, и тебе никто не мешает. Все просто. Так, Георгий Нарушвили, что мне не нравится среди многих мусульман, то, что, например, Иран и США как встали друг перед друга и не ищут причины, поддерживают Иран как мусульманское государство. А по-моему, нельзя так мыслить. Возможно. Так, Джахар Дудаев, салам Америка. Салам, Джахар, из Гамбурга тебе. Так, Чечня не Россия. Детейш и шариат, иди цербин, кицунц, баял болш, бая царешь. Из-за боду, это тоже бывает. Многие просто говорят, чтобы говорить. Так, Ган Шрёдер, Аслам, передай Зеленскому, почему он не упрекает Путку в отсутствии национальных школ в Русне. И еще спроси крымчан, поддерживают ли они право на независимость Нохчи и других народов, как они. Ну вот спросил, посмотрим, что если тут они есть, пускай пишут. Или там дальше пишут. Так, привет из Беларуси, свободу Ичкерии. Приветствую, Беларусь. Спасибо, свободу Беларуси. Белорусский блогер пишет. Так, ГПУ Туркс. Аслан, от чистого сердца, как считаешь, ингуши при Ичкерии нормально будут интегрировать в социум внутренние органы? Быстро разрулим то, что пехотинец Путина между нами сеет. Я об объединении. Я считаю, конечно же, ГПУ Турк, конечно, нам нечего делить, это все искусственно. Сколько чеченцы и ингуши с друг другом воевали, сколько чеченцы и ингуши убили друг друга. Никого, никогда у нас, даже конфликты, ссоры у нас были даже такие на границе когда-то, и то не такие масштабные, да, там молодежь могла подраться. Мы один народ. Конечно, разрулим, как мы не разрулим. Я всегда найду язык с ингушом, и всегда ингуш найдет с чеченцем язык. Мы один народ. Так, Руслан Сазиев, добрый вечер, Руслан. О чем сегодняшняя тематика? Сегодня мы поговорим об Америке. Сегодняшняя у нас тематика Америка. Так, в основном, да, и сейчас я буду рассказывать вам про иранскую, американскую вот эту обострение, иранско-американское обострение. Так, Елена Орлов, приезжайте встречу.
Да, обязательно, Елен, приезжай. Обязательно. Спасибо. Так. Немо 77. Кремль главный террорист-садист. Правильно. Так, Адам Грузинский. Аслан. Ладно, не буду это. Не буду я этого. Так, сколько нас уже? Почти 465 нас, да? У меня будет очень важное сейчас обращение. Так. Так, друзья, давайте я сейчас сделаю одно обращение. Это сейчас, сколько у нас уже ведет эфир. Посмотрим. Так, 35 минут идет эфир. Так, смотрите, я хочу сделать очень важное обращение. Я буду говорить по-русски, чтобы остальные тоже услышали. Хотя это, конечно же, можно было бы сказать по-чеченски, но я скажу по-русски. 5 августа, когда мы выходили на марш, да, был сперва 6 августа был митинг перед Европарламентом ПАСЕ и Совет Европы. 6 у нас должен был состояться митинг. Мы оттуда должны были пойти пешком, как вы все помните, со Страсбурга до Женевы. У нас был пеший марш, вернее, пеший марш с Саидамин Ибрагимовым, к которому мы все присоединились. Когда вот это все началось, перед самым этим началом, конечно, я об этом много говорил у себя, об этом мы распространяли повсюду информацию. И, конечно, наши недоброжелатели знали, что будет этот марш. Марш за верховенство права и справедливости. Мы подали заявление, требования для начала расследования по преступлениям, совершенными военными и политическими силами России. И в это время, когда мы требовали самое нехорошее для русской власти, на Саид Амина начали оказывать давление. На его семью начали оказывать давление. На Саид Амина Ибрагимова. На его семью начали оказывать давление. Меня он об этом просил не говорить. Я долго держался и не говорил об этом. Теперь время настало об этом сказать. И все об этом должны знать. И Саид Амин, который нес знамя, вот, красное знамя вот тех людей, кровавое красное знамя тех 300 тысяч убитых, невинно убиенных русскими оккупантами людей, в это время какой-то чеченоговорящий начал оказывать давление на Саида Амина Ибрагимова. Я всех подробностей не буду рассказывать, потому что кому надо интересно, можно связаться с Саидом Амином и всячески попробовать решить эту проблему, помочь решить, потому что она с 5 августа эта проблема длится. Саид Амин об этом узнал не сразу, сперва давление оказывалось на членов его семьи, потом началось оказываться давление уже непосредственно, когда Саид Амин узнал об этом, уже тогда на Саида Амина начали оказывать давление, когда Саид Амин вышел на связь и попытался выяснить, что происходит. Так вот, на Саида Амина молодой один парень там есть по имени Асхаб, по-моему, его зовут. И второй, главный там зачинщик, по информации, которая есть от людей в Страсбурге, этот человек работает на русских, его зовут Иса Такаев, который просто устроил психологическую, моральную атаку на Саида Амина со всех сторон. На Саида Амина, как мы знаем, было покушение, нападение, его заживо закапывали, думали, что он мертв, закапывали его уже как убитым. И до этого были покушения. Но здесь в Европе, в том числе в частности это произошло во Франции, на него тогда было покушение
на убийство совершено. Сейчас Саид Амин подорвано здоровье. Саид Амин сейчас полностью на таблетках находится. В тяжелом положении. Сейчас получше ему, но было очень кризисное время он перенес. Оскорбление, мат, ну короче, все, что нельзя говорить старшему, вообще равному, нельзя говорить. Говорил какой-то сопляк с Германии, который недалеко от Страсбурга находится, на границе со Страсбургом. Вот это сам. И главный зачинщик вот этого всего дела, вот этот Иса Такаев, который, как я уже говорил, по информации нашей, активно сотрудничает с российскими властями там во Франции. Причем при всем при этом Саид Амин раньше помогал этим людям. Разным людям, в том числе вот этим людям Саид Амин помогает и помогал решить вопросы там, с получением документов, там, консультировал, как-то оказывал помощь. И вот теперь его задействовали, и сейчас на Саид Амина идет атака. Я призываю всех обратить внимание на это. За все это время ничего Саид Амин не говорил, скрывал, пытался сам это решить, но Саид Амин, нам важно, чтобы Саид Амина голова была свободна от всех проблем. Мы должны обеспечить ему полную безопасность и полный комфорт, чтобы его голова работала. Потому что та информация, которая у него там есть, она если отвлекается, я по себе это знаю. Как я уже говорил, здесь на меня там уже заказ был по убийству, были другие моменты, и угрозы были, провокации были, много что было. И в том числе на меня вот есть член Бартмашу один, то же самое оказывал давление, ну, очень грубой форме разговаривал. Я дал время ему приехать ко мне и сказать это все в лицо. Он не приехал, но при всем при этом позволял говорить то, что я не слышал даже, нельзя сказать, что я такого вообще не слышал, но такой мат я редко слышал, даже когда проживал в России. И вот это продолжается одновременно со всех сторон, находится давление. На нас, вот вы только видите это все, на нас, на этот канал оказывается давление, постоянно пропадают, ну, короче, ведется работа по блокированию развития канала, да, чтобы как можно больше было. Ну и одновременно вот со всех сторон на нас пытается оказывать давление, чтобы никто не думал, что мы говорим, что в Чечне совершается преступление там и так далее, а мы здесь, мы это все говорим, и у нас никаких проблем нет. Да, у нас есть проблемы, да, ну, другого много еще есть характера проблем, которые я не рассказал, в том числе касающиеся Саида Амина. Я просто рассказываю про эту ситуацию, которая есть сейчас с Саидом Амином. Эту ситуацию надо прекратить. Хоть пойти взять в кольцо этот дом, где проживает Саид Амин, полностью обеспечить ему какую-то безопасность и гарантию. Он не боится за свою гарантию, безопасность, он абсолютно плевал. Мы все плюем еще раз на вас, на всех, кто нас пытается как-то поставить там в рамки и запретить нам делать свою работу. Мы не будем останавливаться, и, конечно, мы будем дальше продолжать свою деятельность. Но когда тебя отвлекают, когда тебя там какая-нибудь паскуда обматерит, то и ты, ну, на какое-то время ты отвлекаешься от основной своей темы, да, хотя есть и другие, огромная масса проблем, да, в том числе со здоровьем связаны. Саид Амину уже более 70 лет, и у человека возникают вопросы, моменты. И, конечно же, нужно по этому поводу нам что-то делать, да, твой кварт буке, таган и хума даят свучвега Саид Амину. Саид Аминига инзали yok информацию. Саид Амин делает точечную, целенаправленную работу, да, именно знает, куда, как надавить, как сделать. Да, нам отказывают, да, препятствуют, но мы против ядерной державы, да, которую боятся, я не знаю, почему, правда, боятся во всем мире. Они думают, что они ядерное оружие применят. Никогда не применят. Никогда. Потому что они хотят жить.
Поэтому я вот доношу до вас вот информацию, связанную с ситуацией вокруг Саидамина Ибрагимова. Все должны в это как-то вмешаться и как-то прекратить это дело. Я не знаю, каким способом это может сделать. Ну, конечно, все это должно быть в рамках закона, но все или пойти, если там человек не успокаивается, пойти его попросить успокоиться. Пожалуйста, оставь этого человека в покое. И все надумано, то абсолютно все надумано. На ровном пальце, на ровном месте из пальца высасывается проблема, и из этой проблемы на тебя вот берут, вот грязь на тебя бросают, да, и все. Потом ты должен отряхиваться, ты должен доказывать, что ты не верблюд. Тебе надо очищаться. И неважно уже, да, что, неважно, чем ты занят, какие ты дела делаешь. Важно теперь тебе вот этим надо заниматься. Поэтому вот сообщаю вот такую информацию для всех. Так, давайте перейдем к вашим вопросам, вашим сообщениям. Хамзат Гилай, Аслан Маршал, Далула, Саид Амини, Вайк Энчка, Дейресала Маршал, Хульдалмула. Так, территория Март. Тимур, ты и есть подопытный ФСБ, который нацеленно говорит про шариат и хочет, чтобы все сделали ему, все следовали ему. А в мире много людей, каждый выбирает для себя религию по душе и по разуму. Да? Так, откуда делся? Так, подождите, вы тут... Да, тролли здесь заспамили, я смотрю. Так, Мила Юрьевич, всему свое время будет, правда всегда она будет. Да, мула. Антон Павлович, Аслан, расставив блокпосты вокруг Чечни, о каком туризме на Северном Кавказе может идти речь? Да, конечно, ну, блокпосты, они имеются, да, это очень верное замечание, верное наблюдение. Да, конечно, это блокпосты, но это не только же блокпосты, да, например, да, конечно, нам по телевизору показывают, что Чечня очень хорошо развивается, там все отлично, но есть разные правозащитные группы, другие, мы в конце концов тут сидим и рассказываем, как реально происходит, и ни одна какая-нибудь там туристическое рейтинговое какое-нибудь агентство, оно не поставит там высокий рейтинг той же временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Потому что мы рассказываем, что это не так, что там далеко не все свободно и никаких законных там соблюдения закона там нет. И мы, пример тут проживающий. Сайдамин, я, Закаев, Хусейн Исханов, да, огромное нас количество, нас тысячи здесь, которым реально угрожает. Да? И почему чеченцев нет в интернет-пространстве, почему чеченцы не выходят на митинг? Именно поэтому, потому что у нас нет прав, нас убивают здесь, против нас используют все методы, от дискредитации, от фальсификации, обмана до физического устранения, да, даже в том числе и массово, да, как это с семьей Скрипалей, да, и дочку тоже вместе травануть, ну, было больше семья, траванули бы и 10 членов семьи. Мы знаем, по Кущевке знаем, как они могут зайти, вот эти цапки. Это та же банда. Могут зайти вместе с малолетними детьми всех поубивать. Так, реалити French English. Машволь Аслан. Тор, передай своему нашальнику, что работаю медленно, но эффективно. Будущее моего канала вас точно не порадует. Подготовьте себе тазики со снежным в Лубянке. Будущее Ичкерия здесь. Marshall reality French English. Война говорит еще.
Понятно. Руслан Савзи, Аслан, что вы слышали о ситуации в Абхазии? Я слышал, что там в Абхазии люди вышли на митинги, там пытаются сменить власть. Но они должны, в первую очередь, я бы считал, чтобы они выйти из оккупации просили бы. Это самое верное направление, которое они могут просить. Чтобы вон российские войска из Абхазии. Вот что они. Их обманули. Как крымчан обманули, других их обманули. Им надо требовать, в первую очередь, чтобы как можно быстрее покинули войска российские их территорию. А потом садиться с грузинами и договариваться. Антирашизм. Может телефон номера этих шнырей как-то обнародовать, говорит. Антирашизм. Я не знаю номера телефона. Мне Сайдамин не дал этот номер телефона. Он мне запретил говорить об этом. Но я вот посчитал, что я не могу больше просто терпеть. Да, чтобы вот так над нашим братом, нашим старшим братом, вот так издевались. И мы молчали. Да. Я давно хотел это сделать, но он мне запрещал. Сегодня я вот решил вам все это рассказать. Телефона у меня нет, если я его раздобуду, я, конечно, буду призывать, чтобы вот этих людей, вот этого Ису Такаева из Страсбурга, приняли меры и просто оставили Сайдамина Ибрагимова в покое. Сайдамин занимается делами всего народа. И я не советую лезть к Сайдамину Ибрагимову никому. Лицо за кадром. Спасибо, брат. Грузия будет делать все для свободы Ичкерия. Спасибо, Грузия. Так, Янычар, надеюсь, что скоро абхазы будут в числе многих штурмовать Кремль или Лубянку. Ну, если там одного парня хватило с Подмосковья, я думаю, много не придется народу штурмовать. Так, давайте я хотел основную свою тему, то, что мы сейчас говорим про Америку, рассказать немного. Так. Давайте я сейчас отвечу Марку Робинсону. Аслан, ассаламу алейкум. Будешь ли ты еще принимать попытки найти адекватного в рулетке? Очень интересно, не бросает дело. А смотрящий тебя пусть ставят лайки, это несложно каждому сделать. Марк Робинсон, алейкум салам. Я обязательно буду в рулетке, да, обязательно. Вот с завтрашнего дня приступлю записывать новые ролики. Посмотрим. Если кого найду, буду обязательно записывать. Если у вас по поводу там Сайдамина будут какие-то тут вопросы, пишите, мы будем это обсуждать, этот вопрос мы поднимем на международный уровень. Сайдамина просто так обижать мы не дадим. Сайдамин сам себя не даст обидеть, но и мы здесь тоже не будем сидеть без дела. Маждада, Сайдамин Цакоч, Хиль Кук, Штуар, дух болчат, особенно молодежь. Да, самое главное, Маждад, этот человек, который Иса Такаев, он не молодой, ему там 50 лет человеку. Есть второй молодой, но он куда-то сейчас пропал. Ну, конечно же, всех будем находить и будем привлекать к ответственности. Жора Майер, Аслан, враги человечества Ичкерии, оскорбляющие и угрожающие Сайдамина Ибрагимова, заслуживают самого жесткого наказания и будут наказаны в скором будущем. Хочу сказать Такаеву этим людишкам, жди. Да, мы должны в соответствии с законом, конечно, будем всех привлекать. Да, Аллах, Жора.
Ночь из Германии. Аслан, почему Аят Эдигов не присоединяет Закеу с Амином Хусейна? Почему? Я не знаю Ночь из Германии. Я не знаю. Было бы хорошо, если бы они между собой все решили. Так, Чечня не Россия. Аслан, сделай обращение к чеченцам и украинцам, чтобы под никами чеченцев и украинцев российские тролли натравливают нас друг на друга, чтобы не поддавались на это. Вот, слышали, господа украинцы, господа чеченцы, не поддавайтесь на провокации, не дайте нас натравливать друг на друга. Белорусский блогер. Какое правописание будет в Ичкерии? На кириллице? Я не знаю. Я считаю, что было бы хорошо, если бы это было на латинице. Потому что там по звукам, по буквам и нам это ближе. Я бы хотел бы так. Дух свободы. Ассаламу алейкум. Мы за Сайдамина Ибрагимова. Да, надо не просто тут быть, нам надо приложить усилия, чтобы это прекратить. Так, давайте начнем вот тему, которую я хотел обсудить. Сейчас. Сегодня мы еще обсудим тему, связанную с сбитым украинским самолетом в Иране. Но все это общая тема, это будет иранско-американские отношения. Так, в первую очередь хотел бы напомнить все события, которые происходили. Несколько дней назад в Ираке по пути в аэропорт или из аэропорта был убит второй человек, один из первых людей в Иране среди силовых структур. Аналогию можно привести с Кадыровым таким, который грозился Америку, Соединенные Штаты поставить раком. Так вот, этот человек, такой же как Кадыров, очень доверенное лицо аятоллы, и вот этот человек был убит. С ним было убито еще несколько его подельников. И после этого в Иране начались очень сильные волнения, и иранцы пообещали отомстить за своего погибшего главаря. И вот давайте посмотрим видео. Я вам буду показывать видео, чтобы освежить память, и это осталось в хронологии этих событий, которые сейчас происходят. После убийства Сулеймани иранский лидер сказал, что они не оставят Америке, не простят это убийство. США. Ну а верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаминеи объявил в стране национальный траур и пообещал отомстить тем, кто оказался причастен к убийству генерала Сулеймани. Сулеймани был убит, и Аятолла обещал отомстить. После того, как Аятолла погрозился практически ответными убийствами граждан Америки, выступил Дональд Трамп и заявил следующее. Вы сейчас можете увидеть, я буду это сейчас вам зачитывать, чтобы было ясно. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности нанесения удара по 52 объектам, если Тегеран будет мстить за смерть генерала Касема Сулеймани, убитого в результате американского авиаудара в Багдаде. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что выводы американской разведки о Касеме Сулеймани были верны. По словам Помпео, бездействие привело бы к более серьезной опасности. Вышли люди, которые протестовали против того, чтобы началась война против Ирака или там Ирана. Это как в любом свободном обществе произошло вот такое событие. Далее, давайте послушаем вот еще одно очень интересное видео, которое я вам показываю с канала Mix News, где очень подробно об этом нам все рассказывают. Сейчас, одну минутку.
минимальный ущерб. Газета The Washington Post предположила, что власти Ирана намеренно выверяли ракетные удары по базам США в Ираке таким. Так, одну минутку. У меня здесь небольшая накладочка. Одновременно с этим, с этим событием, убийством этого человека, ответил Хаминеи, аятолла. И Трамп сказал, что в случае, если вы по нам нанесете удар, то, конечно же, мы вам ответим. Иран, который поднял там уже несколько сот тысяч человек, или там больше людей вышли на митинги, я уверен, это такие же путинги, как проводят в Москве или там в оккупированном Джахаре, тоже сгоняют людей, и много людей вышло и начали грозить Америке. И Иран должен был ответить, да, раз уже так заявил. И Иран ответил. Иран нанес там пару ракет или несколько ракет, вылетело в сторону американской базы в Ираке. Но при всем при этом ущерб, который был нанесен, он был минимальный. Никто из американских сотрудников, граждан, ни военных, ни гражданских, не пострадал. И после этого стало ясно, что удар наносился так, чтобы не нанести урон американцам. Более того, перед тем, как нанести удар, иранские власти сообщили иракским властям, на территории которой находится американская база, что мы будем наносить удар по американской базе. И иракские власти сразу же сообщили американским военнослужащим, что по ним будет наноситься удар. И, конечно, те вовремя эвакуировались, и никто не пострадал. Это говорит о том, что Иран, нанося удар, предупредил. Это говорит о том же, что Иран не хочет эскалации и никакой войны принимать не будет. Воевать против Соединенных Штатов из-за Сулеймани иранцы не будут, да, потому что аятолла хочет больше жить. А Сулеймани исполнял роль Кадырова при Путине, которого, если уничтожат Кадырова, то точно так же Путин не начнет ядерную войну против Америки или кого-нибудь. Это отлично продемонстрировало вот это последнее событие, которое произошло. Потому что Путин использует Кадырова или любого другого, которого вокруг него, только лишь для того, чтобы сохранить свою власть и свою жизнь. Соответственно, начать ядерную войну – это умереть. Это никто не будет начинать войну из-за Кадырова или кого-либо другого. Если американцы посчитают нужным, и человек, который грозился поставить раком Соединенные Штаты, сделают с ними то, что сделали Сулеймани. И вот подробно вот в этом ролике вы сейчас можете увидеть, как и происходили эти события, и как иранцы аккуратно нанесли образом, удар чтобы нанести минимум ущерба. Издание ссылается на представителя администрации США высокого ранга. По мнению этого чиновника, иранцы пытались сохранить лицо и давали возможность обеим сторонам отступить от порога войны. Пентагон подтвердил факт обстрела 2 военных объектов США, находящихся в Ираке. Позднее американские военные уточнили, что ракеты попали в ту часть объектов, где не было персонала. Глава Белого дома заявил в среду, что во время иранского ракетного удара по военным базам в Ираке, где размещены войска США, никто из американцев не пострадал. Дональд Трамп считает, что таким образом Иран пошел по пути деэскалации, и нужно воспользоваться моментом, чтобы отказаться от глупой, по его словам, ядерной сделки. В качестве ответа на иранскую атаку он объявил о введении дополнительных жестких экономических санкций против Исламской Республики. Сейчас Иран... То есть, если вот только что вы услышали, то есть Америка не объявляет Ирану войну, потому что в этом нет необходимости для американцев. Они ужесточили еще больше санкций, уничтожили главного их головореза, и после этого ужесточили санкции и призвали еще дальше продолжать. Здесь просто комментарий излишний, да? Кто выиграл в этом противостоянии, просто 10-0 просто. Иран был разбит американцами. Это было очень четко, грамотно сделано. И респект и уважуха, можно сказать, только по этому поводу. Далее я сейчас отвечу на ваши вопросы, а потом мы перейдем к теме про сбитые самолеты.
украинский самолет, сбитый над Ираном. Так, давайте послушаем, что вы говорите. Чечня не Россия. Иран просто сделал хитрый ход для того, чтобы успокоить свое быдло. Да, совершенно верно. Показать, что они вот, смотрите, мы по американцам нанесли удар, и нам за это ничего не было. Это приблизительно то же самое, что делают приблизительно русские. Да, вот мы это, и всегда как бы не обидеть, как бы сделать так, чтобы дать понять, что ну мы же для внутреннего потребления. Вот все, что делают американцы. Я, когда это произошло, вот тогда сказал, что, скорее всего, не будет, да, и оказался прав, потому что нет смысла никому тягаться с американцами. Тот, кто будет тягаться с американцами, тот окажется где-нибудь в горах с автоматом, прячась от дронов, от которых очень трудно уйти. И это будут далеко не иранские там аятоллы бегать так. Это еще там кто-то может, но точно не аятолла. Долго, по крайней мере, бегать не сможет. Так, Елена Орлова. Кстати, наших много в Иране. Может, они свергнут режим подонка в Иране. Но там так все закручено, гайки закручены, что сомневаюсь, что смогут свергнуть. Так, Джамбокс отдыхает. Так, давайте еще поотвечаем на ваши вопросы. Чечня не Россия. Когда мы сделаем этот ход, чтобы успокоить наше быдло? Так, Алды, откуда этот Бобик Такаев? Он в Страсбурге проживает. Этот Такаев Иса проживает в Страсбурге. У него там семья, и он сотрудничает с российской, видимо, с посольством с российским. Так. Аслан, даже если разнесут весь Иран и убьют всех их руководств, они подадутся, потому что трусы. Ну, против Америки никто не будет. Даже то же самое, если произойдет с Россией, да, если будет уничтожить колонны, Кадыров будет Путин будет более сговорчив, да, какую-нибудь там выбрать террориста, например, Шаманова. Этот террорист очень большой преступник. Ну, там еще есть люди, которые... Ну, видите, там ситуация как, пока американцев это не коснется, американцы по закону не будут за там других воевать. Хотя следовало бы, но не будут. И когда коснется, вот тогда, и поэтому те очень аккуратно обходят американцев. Даже когда в Сирии от 200 до 600 голов вот этих террористов из российских военных, наемников, которые прикидываются как бы частной военной компанией Вагнера, от 200 до 600 там в течение нескольких часов, пару часов положили, даже не произнесли слова. Вот как с ними надо разговаривать. И вот, уважаемые американцы, если вот кто-то меня видит и слышит, ну, я знаю, что меня слышит и видит американцы, я имею в виду те, кто в руководстве американском. Путин и вот эта банда, они не джентльмены. Вот от слова совсем не джентльмены. Никакое вот это понятие к ним не применимо. Они понимают только язык силы. С ними можно разговаривать только языком силы. И если они знают, что у вас сила это есть, они у вас будут там очень нежные и кроткие, как котята. Это вся проблема в том, что вы разговариваете с ними на равных. С ними нельзя говорить на равных. Это банда КГБ, ФСБ. Это самые большие преступники. И Путин самый главный из них. С ними нужно разговаривать как не джентльменами. Именно только язык силы. Вот если вы с ними так будете разговаривать, я уверяю вас, у вас все пойдет отлично. И будет все хорошо. Если вы так будете с ними разговаривать, они сами принесут голову этого Путина вам. Да, наручников Путина к вам приведут и в Гааге его запрут. Если вы хотите добиваться именно такого результата. Это как
мое наблюдение. Здесь, конечно же, нет другой цели, что вот изображать из России врага на протяжении многих лет, чтобы вот все думали, что враг, и не добивать его. Никакого ядерного оружия они против вас не применят. У Путина ботекс потечет до того, как он применит это оружие. Никто не будет. Надо переходить к разговору с позиции силы с Россией. Никаких там других разговоров с ней быть не может. Это я говорю не как человек, который там ястреб, сокол или там призывающий к насилию. Наоборот, я это говорю как сам человек, который прекрасно сам понимает, насколько гуманность необходима в этом мире. Этот человек по-другому будет убивать и убивать. И в Украине это будет продолжаться, и в других местах вам будет продолжаться. И теракты будут, и убийства будут, и все будет, и давление будет, и вмешательство, выборы будут. И еще много что будет. Вплоть до ядерного теракта на территории Евросоюза, европейской страны какой-нибудь. Где будут сотни тысяч, возможно, миллионы жертв. Станис Насвайка. Все равно есть серьезная вероятность большой войны на Ближнем Востоке. Конечно же, война на Ближнем Востоке уже идет. И она в любой момент может перерасти в большую. В этом нет сомнения. Остается такая вероятность, конечно же, остается. Но напрямую Ирану встать и сказать, вот я буду воевать с Америкой, она этого не сделает. Если она это скажет, эти дроны, которые уничтожили Сулеймани, начнут охоту за непосредственно Аятоллой на его территории. А это не нужно. И это очень гуманный способ ведения войны, не убивая народы, а убрать тот, кто провоцирует эти войны, да, кто совершает преступления, спонсирует террористов, убивает других людей, нарушает международное право. По-другому, без полицейского ни одно государство существовать не может. Без полицейского и мир, как мы видим, не может существовать. Нам надо, чтобы Америка осталась такой, да, чтобы она... ее тоже критиковать, обращать внимание на все эти нарушения, конечно же. Не слепо верить там все, что там выдает какая-нибудь там новая администрация в Соединенных Штатах. Но при всем при этом мы должны понимать, что эта система устойчива, что она за свободу, за законность, за международное право, за гуманность. И другого у нас на сегодняшний день нет. И мы должны всячески поддерживать вот это управление международное управление, которое осуществляет США и страны, которые могут это сделать, помощники, союзники, друзья США. И нам нужно объединяться с этим цивилизованным миром и становиться частью этого цивилизованного мира. Но война на Востоке, конечно, может быть и большой. Конечно, может быть, тем более, когда есть русские, которые все нагнетают, чтобы отвлечь от них внимание. Владимир Рабинович, ставим дерзкие лайки и распространяем по-мужски. Владимир Рабинович, вы нашли ключ к моим зрителям, потому что такое их должно подстегнуть. Дерзкие лайки и распространяем по-мужски, да? Да, совершенно верно. Так, у меня появился спонсор. О, у меня первый спонсор. Виктор Кинг. Спасибо. Моего канала появился первый спонсор. Спасибо, Виктор Кинг. Рад вам. Так, давайте дальше перейдем к вашим вопросам, а потом я вам расскажу про очень интересное развитие, которое вносит Америка, да, про SpaceX и про вот эти спутники. Я покажу вам видео по этому поводу. В принципе, я вам почти все рассказал. Так, Межидо Кюра, ЧР Знаменская. США – страна иммигрантов из самых разных частей мира. После гражданской войны не знала и не знает национальной или расовой дискриминации, которая существует в России. Да, совершенно верно. В Америке живет очень много разных людей, и они все себя чувствуют комфортно.
И было бы хорошо, если бы там чеченцев жило очень много, и эти чеченцы имели там влияние. Там есть чеченцы, я слышал об этом, знаю об этом, но недостаточно их. Я бы хотел, чтобы их было очень много. И тут в Европе нас есть, и нам надо побыстрее мобилизовываться. Так, давайте чуть-чуть отвечу. Сичего. Так, остановись, да? Так, Немо 77. Аслан, ты делаешь большое дело для прекращения геноцида. Да, Мула. Я делаю свою лепту, вклад. Да, Мула, Адам Грузинский. Аслан, покажите Саид Амина к психологу. У него психологические проблемы. И не давайте пичкать его лекарства от сердца, пить и так далее. Психолог сам назначит ему врача. Ты о чем говоришь? Саид Амин в психологическом состоянии, в принципе, сейчас уже очень хорошо себя чувствует. Но когда тебя начинают там очень грязно с тобой вести, некрасиво с тобой вести, это очень трудно. Так, Хамзат Кило. Аслан, я читал одну статью, там было написано, что этот Сулеймани много иракских чеченцев убивал. Что-нибудь об этом знаешь? Нет, Хамзат Кило, я об этом не знаю. Я знаю, что он убивал Ираке, и в Иране, вел и во всем, и в Израиле, и американцев он убил. Именно за это, в принципе, он был уничтожен. Но про чеченцев я не знаю. Чечня не Россия. Давайте сделаем флешмоб, чтобы Америка подарила такую же ракету и для Кадырова. Так, Джахар Дудай, ставим лайки, подписывайтесь на канал Реалити. Вот, смотрите, 235 только поставили лайков, из более 500. Так, Елена Орлова. Аслан, я вам советую связаться с Пьянковским, который проживает у нас. Он вам поможет по приезду, обратитесь адресно, объяснив все нюансы. Я, конечно, также постараюсь помочь, чем смогу. Я с Пьянковским в Фейсбуке как-то общался, переписывались мы, но так я с ним не общаюсь. И я бы хотел бы с ним взять интервью, поговорить. У меня к нему есть еще свои там одни моменты, надо будет связаться. А в Америку я обязательно приеду. Спасибо вам большое, Елена, я благодарю вас. Ганс Шрёдер. Аслан, как будет разваливаться Русня? Вот от Кремля пополам просто. Одна сторона туда, другая Кремль развалится. А так, если честно, я не знаю. Если серьезно, то я не знаю, как это будет происходить. Но без этого решение мировой проблемы просто невозможно. И придется нам решать эту проблему. Сперва надо ее поставить, эту проблему, а потом ее надо начать решать. Так, подождите. Так, Аслан, Кадыров не первое лицо России, он обычный чиновник, а Сулейман был вторым человеком в государстве. Но он первым человеком был среди силовиков Сулеймани. А Кадыров тоже, как из его ЧОП возглавляет, он путинский чоповец. Так что, да, Кадыров не первое лицо, с этим я согласен. Как найти Сейтамин Люшвек стагет йох газю бог. И газю бог шлютердать свой, не будем никого оскорблять, но Сейтамин вай обижать твой, вай лиля штык шадик эрен душун. Так, Ичкерия Лайв, делитесь видео, подписывайтесь на Реалити. Люля Кафыров пишет. Ты просишь, чтобы Бог сохранил Америку, чтобы она побольше уничтожила мусульман по миру. Люля Кафыров, ты очень узко мыслишь, ты очень примитивно мыслишь. По миру Америка не уничтожает мусульман. Не уничтожает. Она, например, Косово дала независимость. Именно спасла. Если бы не Америка, многие люди погибли бы в той же Югославии, да, бывшей Югославии.
те же боснийцы тоже погибли, и так много убили. И не было бы суда над теми, кто их убил. К большому сожалению, таких как ты много сейчас набралось из-за пропаганды, и ты очень узко мыслишь. Вот я для тебя покажу одно видео, как нам американцы помогали. И не в ближнем. Как нам американцы помогали, и при всем при этом... Сейчас, одну секунду. Вот я тебе специально еще раз это видео покажу. Это 1 октября 1999 года по новостям НТВ показывают. Это что Россия запретила американцам помогать нам. И в этом ролике, коротком ролике, ты увидишь, кто нам пытается помогать, а кто нам пытается отказать. То, что ты говоришь, я не знаю, о чем можно говорить человеку, который пережил геноцид, и нести вот такое, то, что ты несешь. Это, это можно сравнивать, я не знаю, антигосударственной деятельностью. Вот смотри, я тебе выпуск новостей покажу. В 1999 году, 20 лет назад. Ходят от бандитов, голосуют, как правильно совершенно здесь один из участников нашей встречи сказал, ногами против преступного режима, и они идут в Россию. Сегодня в Москве было объявлено, что правительство России приостанавливает поставки в Чечню продовольственной помощи из США и стран Евросоюза. Вице-премьер Щербак, согласно сообщению агентства «Интерфакс», объяснил это большой задолженностью Грозного за эту помощь. Вот тебе ответ на то, что ты мне сейчас только что тут говоришь. Да? Нам американцы пытаются дать помощь, Европа и Америка пытаются делать, и Россия нам запрещает это делать. Вот все, что ты говоришь. И уничтожение мусульман я не призываю. Ни Америка этим не занимается, я к этому не призываю никого. Я наоборот за то, чтобы не убивали ни мусульман, ни кого-либо вообще. Поэтому, пожалуйста, будьте объективными, будьте людьми, если вы не враги нашего народа. Будьте объективные, разборчивые, думающие. Думать иногда полезно. Так, Эд Мамедов задонатил. Салам Аслан. Если можно призывать всех, кто может, задавать вопросы о независимости Ичкерии всем публичным блогерам, журналистам, политикам. Мне это стало делать сложнее. Баркала. Салам, Эд, спасибо тебе за донат. Да, я об этом и раньше призывал, и сейчас об этом говорю, призываю всем, кто пишет здесь. Ищите больших блогеров, у которых много, и призывайте журналистов, блогеров, политиков, и пишите им комментарии, пускай они говорят на эту тему. У нас уникальная возможность, предоставленная каналом YouTube, то есть американцами, чтобы нашу проблему мы могли донести до всего мира. У нас уникальная возможность. И то, что сейчас я тут сижу и делаю, это тоже возможность, которая нам предоставлена. О нас никто не говорил, о нас очень мало говорили. И я пытаюсь нести свою лепту. Я не один, нас огромное количество, которое занимается. Нас подавляющее большинство нас. Но я, например, пользуюсь этой возможностью и доношу нашу позицию, тот геноцид, который над нами совершен, то страна наша захвачена, оккупирована. И мы должны всячески доносить развитие, мы отстаем от всего мира. Нам нужно идти, двигаться вперед и развиваться. И вот благодаря тому, что вы будете писать комментарии, о нашей проблеме будут говорить. Формулируйте вопросы, задавайте и давайте вместе бороться, давайте вместе сможем справиться с этой напастью, которая на нас свалилась по вине русских оккупантов. Так, дух свободы. Аслан, мы не дадим обижать Сайдамина Ибрагимова. Он заслуживает уважения всего нашего народа. Сайдамин, ты только скажи, и мы будем рядом. Сайдамин уже можете, я говорю за Сайдамина, у него сейчас конкретно вот этот вопрос нужно решить. Вот этих людей мы должны вот Сайдамина как-то обезопасить от этих проблем. Это не то, что его там физически там где-то что-то сделать. Физически там есть люди, которые помогут. Но мы должны постоянно находиться. На контроле это дело должно быть. И постоянно, если нужно, там находиться. Мы должны ему не мешать работать, думать. Самая важная функция у Сайдамина — это думать.
если он не сможет думать, да, свободно, не отвлеченно на какие-то там бытовые другие проблемы, мы не говорим о них, не просим не говорить об этом Саид Амин никогда. Мы хотя бы от этой психологической, вот и моральной проблемы, которая хотя бы на Саид Амин то, что оказывается, мы должны это четко поставить заслон. Так. Так, Фриман антипутинизм. Если бы не США, Кремль с остальными диктаторскими режимами устроил бы в мире то, что сотворил в Чечне. Да, совершенно верно, Фриман, абсолютно согласен с тобой. Более того, над нами еще хуже они творили бы то, что делали. Только из-за того, чтобы показаться, что они истинное лицо русских мы увидели. Наши люди, которых они сжигали, разрубали пополам, распыляли, убивали. Все невозможное, что вообще творит человек, они над нами творили. И мы, чеченцы, увидели это лицо, истинное лицо русского военного, русского мира, который нам принесли. Те люди, которые погибали. И для меня эти люди вот перед лицом стоят. Стоят, как этот русский пришел и творит всей семьей. Да, когда заходит, убивает всех, отцу говорят, насилуют женщин, убивают всех, мужчин, женщин, отрезают им голову перед отцом и говорят, живи, старик. И немощно дряхлого старика, который связан, избитый, лежит, на его глазах всю его семью убивают. Мы видели это русское лицо, за это никто не понес ответственность. Мы это лицо видели, и мы хотим предупредить весь мир, какое у русских лицо. Вот такое лицо мы увидели. И если бы не американцы, если бы не западная цивилизация, международное право, которое есть на этой земле, на котором некоторые из нас очень высокомерно там пытаются сказать, это лицо увидел бы не тот один дедушка, а тот, кто пишет, что нам не нужно никакое международное право, нам не нужна поддержка Америки. Он бы тоже увидел бы это русское лицо. Потому что это коснулось бы, каждому в дом пришло бы. Потому что русские остановятся только когда вырежут, как Убыхов и Шапсудов, вырежут черкесов, как вырезали нас все это время. Увидели бы лицо, которое было в Хайбахе, в других местах. Таких Хайбахов было по всей Чечне огромное количество, как тогда, так и в это время. Увидели бы Самашки. Каждый населенный пункт Чечни увидел бы Самашки. Валлахи увидел бы. Русские из жалости нас бы не оставили бы. Жалость такого нет у них. Гуманизма, сострадания. Редко вы найдете человека, который исходит из этого. Так что давайте думать, господа. Давайте думать. Вот показываю, только что я ролик показываю. Прямая демонстрация русских новостей. В 99-м НТВ еще не закрыт. И как ее, Миткина или Митохина, как ее звали. Вот этот журналист рассказывает. Тогда уже взорваны дома в Москве. Правда просачивается. И вы видите, западную помощь русские остановили из-за задолженности Чечни. Идет военная операция против Чечни, и нам прекращают продовольственную помощь, которая оказывается из-за задолженности. Все. Чеченцы должны умирать с голода. Так начиналась война. Так начиналась война против нас. И это дело не вина ни Запада и ни Америки. Это вина русских и русского мира, который пришел к нам с войной. И сейчас вы же видите прекрасно, что у нас происходит. Вы прекрасно видите, никаких прав нет. За то, что мы здесь говорим, нас пытаются убить, запугать, и все что угодно, дискредитировать, унизить и так далее. Это продолжается. Вы же общаетесь с Чечней, все знают, нельзя ничего сказать, нельзя ничего подумать. Мысли преступления ты получаешь там, все, конкретные проблемы себе получаешь. Так, уже время наше заканчивается. С вами, как обычно, оно быстро пролетело. Но я бы хотел вам показать очень интересный запуск ракеты, который запустила SpaceX.
со спутниками Starlink. Мы не поговорили про сбитый Боинг над Украиной, тоже надо об этом сказать. Я вам сейчас покажу SpaceX, который запустил новую ракету. Это своя же ракета, это не государство, это корпорация, это один человек, который создал свою корпорацию SpaceX, который, ну, это не один человек, это группа людей, который олигарх, миллиардер, олигархов у них нет, это миллиардер Илон Маск, который запускает вот эти спутники. Вот я хотел бы вам показать достижение цивилизации, когда Россия не может запустить даже ракету в космос, которая у них падает постоянно. Это уже запускают обычные люди. Ну, богатые люди могут себе позволить на частной основе это делать. И так могут делать те, кто развивается. И нам нужно это развитие. Мы должны прийти вперед, оставить русский мир у себя в России и дальше развиваться. И развиваться мы сможем только со свободным миром, с цивилизованным миром и с теми, кто сейчас запускает ракету. Вот смотрите. Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде. На борту ракеты 60 спутников системы Starlink. Спутники предназначены для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету. Спустя час после запуска спутники были выведены на орбиту на высоте 290 километров. Первая ступень ракеты совершила посадку на платформу Of Course of Steel. Love you. Конечно, я все еще тебя люблю. Это уже третья партия спутников проекта Starlink. SpaceX планирует совершить 23 запуска, что позволит вывести на орбиту около 1500 спутников Starlink. Вот куда движется человечество, как развивается мир и куда нужно двигаться нам. Давайте, я даю направление, друзья, давайте открыто говорить, ничего не бояться, не ограничить себя какими-то рамками, которые нам навязывает пропаганда. Мы должны развиваться, никто не лишает нас ни нашей религии, ни наших законов. Если я говорю, например, про НАТО, вступить в НАТО, я не призываю стать 51-м штатом Соединенных Штатов. Я никогда не призову. Чечня независимая, уникальная страна, которая, как жемчужина в этом мире, должна вносить свой вклад. Но у нас должны быть права, как у отдельных людей, которых мы лишены на сегодняшний день, так и у всего народа. И мы должны жить в созидании в мире со всеми. И в первую очередь с нашими кавказскими братьями на Кавказе, соседями, с которыми мы живем. И не надо повторять пропаганду. Когда я повесил этот флаг, очень сильная была там атака на то, что как это американцы там туда-сюда. И я знаю, как это не нравится вот этим гибнюкам и разным врагам. Меня уже там предатели зачислили, и враги и так далее. Но мне плевать на их мнение. Нам должно быть плевать на мнение русского мира. Русский мир, оскал русского мира, это то страшное лицо убийцы, которое мы не хотим видеть. Мы хотим созидать, мы хотим жить в свободной правовом государстве, которое будет на Кавказе. Всем всего самого хорошего. По поводу сбитого Боинга в Украине я отдельно потом расскажу. Сейчас уже 1,5 часа мы говорим, и это уже достаточно. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Обратите внимание, на что я говорю. Распространяйте это видео, вырезайте ролики, делайте ролики. Я вам позволяю распространять, даю свое согласие на это. Можете у себя на каналах, можете мне присылать, что вам понравилось, чтобы это короткий ролик я мог разместить у себя тут. Всего самого хорошего желаю и ассаламу алейкум. Спокойной ночи, друзья.